Программа «Просто вкусно», канал Кути-24, с вами Петр Цепандин. 26-й год у нас в России объявлен годом единства народов России. И поэтому у нас сегодня представитель русской общины Тамара Михайловна Попова. Тамара Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Я помню, что вы у нас уже были 3 года назад. Добро пожаловать еще раз. Да, тогда вы готовили рыбный пирог. Очень вкусный. Да, с чем вы к нам сегодня пришли? Что будете готовить? Сегодня я изготовлю блинчики. Но блинчики у меня сегодня с припеком. Что это значит? Это значит, берем значит, колбаску, нарезаем ее меленько. Сейчас я быстренько вам покажу. Так. Что именно означает вот с припеком? Это с припеком, значит, сюда входит колбаска, сыр, тоже мелко нарезаем, потом зелень. И в зелень добавить можно укроп и... То есть мы, точнее, вы собираетесь взбить тесто, сделать обычные блины, но фаршировать будете сыром и с колбаской. Не фаршировать, а с припеком. Это вот, вы знаете, как вот пицца называется, да? Но это у нас... Прямо в тесто добавляете? Да, это все в тесто добавляем. А почему на этот раз выбор пал именно на это блюдо? Ну, потому что блинчики – это русское блюдо, и всегда блинчики мы делаем, угощаем. Потому что то есть традиционное русское блюдо. Да, традиционное русское блюдо. Вот так вот. Так, здесь ну, это, потом... у нас это уже все готово. И сейчас вы, наверное, будете... Да, сейчас я буду... брать это тесто. Давайте вот это... Давайте. Да, пока уберем. Это, по-моему, нам напитки. Так, берем, значит, сюда входит, разбиваем 3 яйца. Яички, обычные яйца. Три яйца. Взбиваем. Чуть-чуть. А вы дома часто сами готовите вот это, именно это блюдо? Часто. Часто? Особенно, когда гости ко мне приходят утром. Кто в гости ходит по утрам, тот поступает мудро. Да? И получается, что я очень люблю гостей. А еще говорят, незваный гость. Нет, нельзя так говорить, потому что гости всегда приходят вовремя. А какие еще любите вы традиционные русские блюда? Традиционные русские блюда – это пельмени. Пельмени. Как их готовите? Я готовлю, значит, сейчас скажу. Мясо, говядину прокручиваю через мясорубку, потом, значит, туда добавляю свининку. Если есть у меня капуста квашеная, я туда мелко нарезаю и тоже туда добавляю лук, чеснок и очень вкусные пельмени. А какие самые блюда вот ваши домочадцы дома? Ну, то есть есть такое блюдо, которое говорят, давайте вот это и сделайте? Ну, в основном у меня рыбные пироги, блинчики, пельмени, в общем, все, которые я готовлю, все... Откройте, пожалуйста, мне в кастрюлю надо. А, вот большую, да? Давайте. И это все мы, значит, взбили, молочко сюда, посолили, сахарку положили. Чуть-чуть сахар добавили. Чуть-чуть сахарку положили. Все это взбили, и потом, значит, мы замешиваем муку. Сюда, значит, в муку обязательно щепотку соли потом нужно. Соли? А, соли? Соду. Муку, значит, можно 300 грамм
на литр. Ну, Но я здесь... смотрю, вы на глаз, то есть, как говорится, рука уже набита. Да. Ага. А кто вас учил готовить? Ну, я с детства, я же училась на повара. Работала. Нет, я имею в виду, вы в детстве, наверное, готовили, да? Все с детства, потому что у нас семья была большая, и когда мне было 6 лет, отец у нас утонул. И нам пришлось все, Как-то самим. да, все самим готовить. Да, Мы а где всё- вы родились? Расскажите, пожалуйста. Я родилась в немножко. городе Якутске. И когда отец утонул, нас осталось 4 детей. С мамой. И да, и мы все очень, как вам сказать, дружные были, и никуда, в детдом мы никуда не пошли. Мгм. Ну, мама вас сама воспитывала. Да. Так, это можно уже убрать. Так что сейчас мы замешаем тесто, и сковородку можно уже Уже греть, да? греть. Да, мы тогда включаем нашу плиту. Так, пока на максимум включу. А потом уже там видно будет. Так, это у нас так хитро включается. Так. Так, вот замесили тесто, да? И сюда, значит, мы добавляем вот колбаску, Припек. припек. Так и Прямо в называется. этот, да. Часто вы экспериментируете с готовкой? Очень часто. А где берете рецепты? Ну, сейчас понятно, А да? щас- Мы живем в щас, такой да. век, что Что- интернет и все прочее. Да, сейчас хочешь вкусно готовить, все можно найти. Ага. То есть это, ну, я не знаю, да, я не слишком хорошо знаком вообще с историей русской традиционной кухни, да, но я что-то вот такое, ну, честно говоря, первый раз вижу. Ну вот сейчас увидите и будете готовить. Очень Да. вкусно. Сами, да. И, ну, я смотрю, вы не все положили, это тоже, опять же... Да, ну, потому что на литр молока, ну, чтобы нам уложиться в программу, да, и мы все-таки 45 минут идет, и чтобы у нас ничего не это, все, замесили, вот посмотрите, какое тесто. Такое, довольно жидкое. Ну, как блинчики. Да. Ну, блинчики. И сюда, значит, 4 ложки масла. Нужно добавить, ну, зато вы сковородкой, наверное, не будете. Нет, и на сковородку тоже обязательно будете, надо, да. Так. Все. И вот у нас уже готово. Уже готово тесто. Тесто готово. То есть уже. мы уже готовы. Да. Ну, надо дождаться жара. Вы смотрите, потому что я эту плиту не очень хорошо знаю, да, какое состояние должна. Ну, пусть она разогреется, потому что блинчики очень любят, чтобы разогрето хорошо было. Жар был, да? Да. Итак, вы росли, заканчивали школу и... Да. Потом, значит, семья-то большая была, и мне пришлось, 8 классов закончила, пошла в торгово-кулинарное училище. На повара училась. И получила 2 года проучилась и получила 4-й разряд. И работала в ресторане Лена поваром. Ну, я проработала там 2 года, 18 лет я вышла замуж. И родилась у меня дочь. И после этого я пошла, ну, девочка росла, мужа забрали в армию, я с армии ждала его. И, значит, когда пришел с армии, и я пошла на Якутский телеграф. И проработала, там менялись предприятия, потому что, ну, другое название, и я проработала там более 30 лет. Чем занимались? Я никакого образования бухгалтерского не имела, но компьютер я освоила и работала бухгалтером. Серьезно, так можно? Да.
Да? Ну, Вы уникальный человек. в такие- Обычно же, ну как, финансовое образование. Я учился, у меня финансовое одно из Да, да, образований. да. И я вот Финансовое. проработала в Саха-Телекоме, проработала более 30 лет. То есть методом проб и ошибок вы, наверное, пошли. Да, 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 ну, да, то да. есть старшие коллеги, наверное, Потому что, показали да. все как надо. Да, да, да. Так что раньше как-то было проще. Сейчас все это образование. Ага. А раньше, если ты покажешь себя, знание свое, да, и тогда уже легче в жизни. Но, возможно, и кадров не хватало, ну и... Ну, бухгалтеров было очень много. Но, тем не менее, вы были крутая. Да, да, да. Так, Так что так нагрелось у нас, и сейчас мы, значит, уже пошли жарить. да. Ага. Смотрите, вот, да, жар очень сильный, я так полагаю. Ага, Может быть, убавить, наверное, может нужно. быть, да, сколько сделать? Вот видите, девятка стоит. Ой, на шестерку сделайте. Давайте на 6 поставим. Так, на раскаленную сковородку мы наливаем Первый блин. первый блин. Да. Ну, говорят, первый блин комом. Ну, сейчас Ну, мы и посмотрим. такая пословица есть, но посмотрим, что как пойдет. Сейчас посмотрим. Да. О! Ну, реально, получилась пицца почти. Русская пицца. Да, да. Сейчас. Вот Специальная видите? ваша сковородка, да? Ну, Да, чугунная. я Блинница. все с собой принесла. Ну, И сковородку, всё и... правильно. Да, да, да. Потому что дома-то как-то это подручнее. Ну, конечно, да, привычными вещами всегда своими лучше работается. Да, да, да. Да, Тамара Михайловна, вы являетесь руководителем Да, да, да. ансамбля. Как вы дошли до этого? Мы за кадром слушали Ну, ваши я песни, везде, когда готовились. да, очень я хорошо везде, поете. например, пела, и на телеграфе, когда работала, в Саха-Телекоме работала, и везде в ансамбле участвовала. А здесь я просто пришла, и, как я уже вам говорила, Ловко, да, ловко. Ага. вот первый блин. Да, ну, И получился, говорят, первый блин комом, но у нас получился у нас прекрасный, сегодня- да? У нас все ништяк. Ага. Да, да. Сейчас. Так. Начали петь. Да. Ну, всю дорогу пели, вы говорите. Всю дорогу пела, да. Да. И- А откуда это идет? Видно, талант. Талант, если бы отец у меня живой был, да, я, наверное, была бы актрисой. Потому что мы сами по себе росли. Ну, то есть, И пели, и плясали, и в школе участвовали, и... Самодеятельности. Да, везде Действительно, самодеятельность. откуда это идет, да? Ну вот я очень хочу, например, но у меня ни разу не получается. Ну где-то там стеснение, где-то там думаешь, ну вот какой-то синдром самозванца, может, Да? где-то там сыграет. Вот смотрите, как в вашем случае? смотрите, какой красивый. Шикардосина. Как в вашем случае? Вы просто пили и все. Пела и все. Ага. Пела, танцевала, и глазки строила. Так, Так что вот так, второй блин пошел у нас. Вот. Так, потом, значит, мы вот эти блинчики берем вот так, заворачиваем. Пока не тепленькие, да? А, вот, так, вот такая подача будет. Да, вот. Так. Ну, хорошо, пусть лежат. Или мы можем отдельную тарелку взять, чтобы Давайте, сюда, ага. сюда выкладывать, а Да, 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 готовые да. уже Ага. будет на другую тарелочку. Удобнее будет. Вот так. Здесь? Да, да, да. Всё, порционно. Как, да, мы спросили, я спросил вас про ансамбль. Да. Как он, Ну вот, как он создавался? В ансамбль я пришла в 2010 году. У нас там была Деминова Нелли Васильевна, руководитель. И я живу в промышленном округе.
Значит, пришла, ну, так, проконсультироваться что-то туда, и смотрю, поют песни. Я зашла и сказала, можно я с вами прослушаю? Ну, я потом пропела со всеми, и меня пригласили в ансамбль. И, значит... Сказали, подходите. Да, подходите, есть голос, ага. И вот там, значит, потом Нелли Васильевна ну, по семейному обстоятельству пришлось ей уйти, и в 2015 году я стала руководить ансамблем. У меня никакого образования не было, я просто... Ни музыкального нету? Нету, да. Ни сольфеджио, ничего не проходили? Ничего, А да. в школе, может быть, в музыкальную школу ходили? Нет, просто пела и все, от души пела. От души. Вот как ключевое Вот слово. если поешь, да, вот сердце прямо плачет, и хочется прямо петь и петь и петь, понимаете? Вот такие И вот. все время. И все время. Ну, потому что на каком-то этапе, может быть, уже песня становится образом жизни. Да, наверное, да. Если Как вот говорится, чуть ли не и в горе, и в радости, потому что песни же действительно разные. да. И когда поешь, да, значит живешь. Для вас. Да. Я, например, если что-то, например, приболела немножко, и мне сказали, надо выступить, я обязательно все бросаю и иду выступать. Всё Хоть равно. в любом состоянии. Хоть температура, хоть что. Хоть температура, хоть, да, и не хочу подвести свой ансамбль. Ну надо же. Да, а все-таки, смотрите, вы начали петь, да, учились ли специально, да, ну, либо там уроки вокала, может быть, либо Нет. там специально занимались. Нет, Ну, а кто тогда ваш критик? Ну, то есть художественный руководитель? критик. У нас... Кто ставит голоса? Ну, я не знаю, это я вот так У нас с ума все... беру. Да, у нас... Мы поем, как песню слушаем. Слышим песню и поем. Ага. Так что у нас в ансамбле ни у кого образования музыкального нет. И мы вот так вот и поем. Реально народный коллектив получается. Да. И я вот, значит, получила удостоверение, вот получила, прочитайте, Ух ты. пожалуйста. Так, Министерство Вот это- культуры, решение комиссии Министерства культуры присвоен почетный знак за вклад в развитие народного художественного творчества. Министр Ноев. Да. Вот мне вручили знак. Мгм. Вот Ага. совсем недавно получается, да? Да, вот. Как говорится, дымящаяся. Да. Вот Вот, это это специально. медаль. Не Ага. медаль, а Ну, это значок. Специальный знак, ну да. Да, это да. правительственная награда. Да, Поздравляю вас, Тамара Михайловна. Спасибо большое. Да, здорово. Мы это обязательно покажем, да, крупно. Ага. Значит, вот так. Здесь. О чем ваши песни в основном? Как вы выбираете репертуар? Песни у нас, русские песни про любовь, про Россию, про Родину. И, ну, частушки. Но как без частушек? Любой праздник, да, Ну, который... тем более русский народный ансамбль, конечно. Да. И я хочу исполнить песню, да? Ага. Сейчас хотите спеть? Да. Да, как называется? На горе колхоз. На горе Колхоз. колхоз. Да. То есть песня про колхоз. Да. Хорошо, давайте. На горе колхоз, под горой совхоз, а мне миленький задавал вопрос, сам глядел в глаза, ты колхозница, тебя любить нельзя. Ай-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой, ты колхозница, тебя любить нельзя. Что колхозница, не отрицаю я, и любить тебя не собираюсь я. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, и любить тебя не собираюсь я. Я пойду туда, где густая рожь, и найду того, кто на меня похож. Ай-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой, и найду того, кто на меня похож. Я пошла туда, где густая рожь, и нашла того, кто на меня похож. Ай-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой, и нашла того, кто на меня похож. Браво! Кто пишет вот такие песни?
Это народная Это песня? народная. Народная песня. Да, Но я да. так полагаю, что если там присутствуют слова колхоз и совхоз, Конечно, это конечно. советская. Да, да, То есть, советская. ну, то есть песня о неразделенной любви получается. Да? Ой, Ну, не то есть, говорите. да. Ну, то есть колхозницу, Да. человек из совхоза, говорит, собираюсь не любить, а я, говорит, пойду того, и то есть из колхоза найду себе, где густая рожь, Да. себе человека найду. Да, и, да, и, да, собственно, да. и находит. Я так полагаю. Да, Ну, то есть, вот. тут как бы, получается, классовое какое-то неразделение. Советская власть такое одобряла такие песни? Ну, Я просто у это нас не провокационный только вопрос. вот эти, Ага. у нас, потому что все как идут, когда гуляния какие-то у русских, да, Ага. то поют частушки. Ага. Как без частушек мы Да. не прожить. Может, И вот- частушку еще споете? Да, конечно, у меня. Потому что, я так думаю, частушка это просто идет из народа, ну, примерный мотив, он ясен, понятен, а слова уже Да. придумывают, может быть, даже неизвестные авторы. Я любила бедного, любила и богатого. Признаюсь я вам, девчата, любила и женатого. Вот так. Подарил старухе дед гоночный велосипед. Бабка завела мотор, ищет бабку до сих пор. Вот такие частушки, они поднимают настроение. Поднимает настроение Да. и указывает, что вон она как жизнь может повернуться-то. Да. Но- Перипетии жизненные. Все будем выпекать, да? Да, пожалуй, почему бы и нет. У нас Время еще достаточно? Да, времени у нас еще достаточно. У нас большая съемочная компания. И, Тамара Михайловна, вы помните, да, когда в тот раз к нам приходили 3 года назад, моим соведущим был шеф Шеф-повар. Семен Тарбаков. Да. Сейчас он выступает у нас в качестве эксперта. Он очень внимательно следит, смотрит и в конце передачи появится в кадре и, скажем так, оценит ваше блюдо и свою даст экспертную оценку. Хорошо. Да, и его тоже нужно накормить. У нас есть операторы, у нас есть режиссеры, у нас есть продюсер. Всех надо накормить, поэтому давайте все Конечно, конечно. блинчики жарить. Ну вы Бывает ли- тогда заворачивайте. Где Я? у нас шеф-повар? Где? Вот он сидит, но он Пусть подойдет. Мы его позовем. Мы его позовем да, для дегустации. Он сейчас очень внимательно все смотрит. Тамара Михайловна, скажите, пожалуйста, бывает ли у вас споры в коллективе? Бывают. Да. Какие? Какого плана? Типа, вот эту песню хочу, вот эту хочу. Да. Ну, например, да? Некоторые песню, которую мы хотим спеть, некоторые говорят, это моя сольный номер. Ага. Ну а почему мы тоже можем петь? Правильно? Ну, такая ситуация, что это... Ну, а так мы поем, значит, под минусовки, а на площадях нам нужно обязательно плюсовки, потому что голоса, когда поешь, да, ветер относит голоса, и не слышно. Так что... Ну, может такое произойти. Ну, Да. и не везде аппаратура соответствующая, и все Да, прочее. да. Тем более, что когда хор, там же на каждого нужно микрофон вешать. чуть Да, ли не да, там. да. Смотрите, сейчас законодательно очень все становится очень строго. Чужие песни нельзя петь, а и закон об авторских правах и все прочее. Да. Каким образом? Вы, может быть, пишете сами песни? И... Нет, мы не пишем, но те, которые песни русские, которые мы просто поем. Народные, они... Народные нету они, таких да, авторских нету прав. Они авторских. принадлежат народу. Нету, да, Кто да. угодно может петь. Да. Даже в коммерческих посмотрите, песню поет... да. Земля. Посмотрите, все поют. Ага. Даже из-за границы. Вот, Матушка земля. А вы все знаете поют. песню? А? Вы её- Ну, у нас есть в ансамбле «Матушка земля». А вы ее тоже можете Мы петь? тоже поем ее. И никто вам ничего не говорит? И никто ничего Народная не говорит. песня. Народная песня. Скажите, а еще какие споры бывают? Да, вот кто-то говорит, вот я буду впереди там сольные Есть партии, такие, да. есть такие, ага. Ну, в ансамбле очень, конечно, тяжело работать, но это нервы нужно да, всегда. беречь и Руководить. относиться. Ну, мы не будем скандалить. Куда хотите, вставайте. Даже так. Все равно потом. Ну, все равно же, Всё равно. моя мама тоже поет в хоре у себя в деревне. Да. Да. И она, вот я когда мельком слышу, что вот разделяются на голоса и все прочее, кто когда будет петь, вы это, не имея музыкального образования, как вы это, ну вот это...
Ну, поем с душой. И все поете, и все? Да, поем и все. Ну, вы, наверное, вы нас не слышали, наверное, ни Я разу. слышал. Вот Слышал, прекрасно звучит. нас вот это опять пригласили в субботу. И тому подтверждение вот это, между Да, прочим. да. Это не просто так. В субботу нас пригласили, мы будем исполнять все городские городские округа и будут исполнять «Две звезды». И мы с Александрой будем исполнять песню, сейчас скажу, «Ромашка белая». Так. Хороши цветы весной, я любуюсь день детской, я смотрю во все глаза, ах, какая красота! Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Сколько народу у вас поет в коллективе? У нас 10 человек. 10 но человек. Все возрастные, и мы, конечно, мы хотим набрать еще молодых. Ну, вы сами знаете, молодые все работают, им некогда. У всех. Ну, и душа, может быть, не поет, Да, и нет. а вот у нас в коллективе самая старшая 86 лет. И у нее было как операцию даже на сердце, да? И она сделали операцию, и она все равно стала ходить. И она душой молода, и все равно ходит и поет. И вышла и продолжает. Да, да. Крутота просто какая-то. Вот такие дела. А дети, внуки ваши поют? Ой, у меня артисты, они на гитаре играют. Столько гитар. То есть вообще. это все равно вот как-то вот так Да, они передается? Все, наверное, в меня. Но у них и папа, Вербицкий Максим, он работает зубным врачом. Очень в Москве, очень хорошая работа у него, и он очень много гитар, он прямо вообще, вот прямо гитар у него штук 6, наверное, и он сам их реставрирует, зачищает, в общем, такой талантливый, и все дети, у них и эти музыкальные инструменты, барабаны, он купил и старшему, 13 лет будет, и младшему 6 лет. И у них и младшего есть вот эти инструменты барабана, и старшему. Вот так что это вот прямо талантливые дети у меня. Правнуки. Правнуки. То есть как-то вот так родословно идет. Да. Конечно же, вы не против этого. Нет, конечно, не против. Я прямо горжусь своими правнуками. А вы хотите, чтобы они вообще, ну, скажем так, профессионально посетили жизнь? Это их дело. Да, их дело. Хотят ну, то есть они. вы не будете против? Нет, я не против. Поют и поют? Поют и поют. И пляшут, и поют. Старший даже Майкл Джексона. Прямо костюм у него был, и он танцевал. Я потом вам фотографию отправлю. Да, замечательно. Обычно тем гостям, которые к нам в гости приходят, мы всегда вот даем... Ну, я просто... Да, нет, мы на вас специально не стали, чтобы не скрыть вот эту всю красоту. Я знаю, что вы костюмы сами шьете. Да. То есть это же как бы недюжинное мастерство, ну, нужно, что это вот такую красоту слепить. Да, у нас очень много костюмов, штук, наверное, 6. То есть каждый раз? Да, каждый раз. Во время концерта вы переодеваетесь, как Майкл Джексон, несколько раз? Нет. Нет? Потому что это очень тяжело, с баулами тащимся. Я смеюсь, я говорю, давайте, мы идем с таким энтузиазмом, да, бежим прямо такие, а потом, говорю, надо нас снимать, когда мы спускаемся по лестнице. Нет, а бывало такое, что, ну, допустим, вы завтра вас пригласили куда-то, вы сказали, все, завтра надеваем вот эти зелененькие, а кто-то пришел в красном.
Нет, не Нет, бывает такого такого. не бывает? Я сразу же им пишу, выступаем так, потом фотографии выставляю, в каких костюмах. Нет, у нас все согласовывается. Все согласовывается. Путин. Конечно, руководить ансамблем очень тяжело. Конечно, да. А скажите, когда вы берете эскизы вот этих костюмов ваших, где вы их берете? Тоже вот так вот прямо. Ну, то есть, Да, вот. в смысле? Ну, Сами как вот придумаете? Сами придумываем, да. И рисуете? И шьете же сами? Да, и шьем сами, и украшаем сами. Вот видите, Ну, я да, украсила. я вот просто смотрю, вот это все действительно. Нет, но вам не говорили, что вот, ну это как бы не совсем по-русски, там какие-то, может быть, татарские там мотивы и все прочее. Ну, то есть часто же бывает, что когда, допустим, художник по костюмам в фильме или где-нибудь спектакле выступают некие консультанты. А в вашем случае вы как? Нет, у нас нет такого. Тоже такого нет. Да. То есть как хотите? Да, как мы хотите. вот, я, например, такой вот наряд, например, или платье, или что-нибудь, я его демонстрирую просто, а потом спрашиваю, будет такой Вот такое? наряд? Да. Ну, то есть, опять же, это обсуждается Да, в коллективе. обсуждаем. И каждый сам себе берет задание? Нет, мы сразу же оптом покупаем, если платочные костюмы у нас, мы покупаем материал. платки и уже фасон уже придумываем, чтобы у всех одинаковые были. Ага. И потом каждый сам себе украшает, да? Или Да. как? Нет, не если вдруг- каждый. да? Это просто украшаю уже эти Умеющие. кокошники, я уже сама делаю, украшаю их и обшиваем вот этим, как вам сказать, вот этим, ну как, Ну, тесьмой. Вот этой красотой, да. Да, тесьмой уже, я уже набираем эту тесьму, но тесьма, конечно, очень дорогая тоже. Ну, да. И, ну, мы все на свои деньги. Но нам иногда помогал Бишенян. Ага. Депутат промышленного Артак округа. Самвелович, да. Ага. И он нам давал, ну, где-то помощь на два костюма. Мгм. Вопрос, Тамара Михайловна. Вы состоите в русской общине, да? Да. Что вам это дает? Ну, русская община, она ДК Кулаковского, русская община, и там, значит, очень много коллективов, которые, как вам сказать, и таджики, и узбеки, Разные и общины, разные общины, да, и мы все дружные, и такие, что устраиваем чаепитие, потом, значит, ну, все праздники проходят у нас в ДК Кулаковского. То есть именно такое Это тесное братья, общение. братья. И вот песня даже есть, да? Давайте. «Венок Дуная». Ага. Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду цветок. Утренний в Венгрии дар принимая, дальше понесся поток. Этот цветок увидали словаки со своего бережка. Стали бросать они алые маки, их принимала река. Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок. Цветку цветок, сплетай венок, пусть будет красив он и ярок. Встретились в волнах болгарская роза и югославский жасмин. С левого берега лилию в росах бросила в свет ей Румынь. А с Украины, Молдовы, России дети советской страны бросили тоже цветы полевые в гребень Дунайской волны. Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок. Цветку цветок, сплетай венок, пусть будет красив он и ярок. Браво. Браво, браво, браво. Давайте мы дожарим, долепим, дожарим, доготовим Да, последний да. блин. И к нам спешит наш эксперт Семен. Вы Семен. Семена знаете, Тамара Да. Михайловна. Добрый день. Здравствуйте. Да. Ну что, Семен, ты смотрел все? Да, я все смотрел, наблюдал, слушал. Мне было очень интересно. Молчу вообще про аромат, который тут стоит. Да. Да, очень такой домашний, хороший. Ой. С припеком, да. Я С припеком. Как вы это делаете, мне горячо. более редко вижу, нежели обычные блины, даже те же бланшированные. Вот видите как? Да. Прекрасно прямо.
То, что вы Это на завтрак очень, очень прямо это Да, сытно. сытно. Я Так думал, что- вы их фаршировать будете, оказывается, прямо в Да, да, тесто. да. Нет, это вот, да, именно в тесто, потому что есть виды блины обычные, фаршированные, это то, что блин ты приготовил, уже туда добавляешь, крутишь. Есть припек. Ага, И да, да. получается, почему с припеком, значит, ты его припекаешь вместе с блином. Чем? Да, Это да. идет в само тесто. Мгм. Туда обычно идет как раз таки зелень, обычно яйцо, там кто-то сыр добавляет. Но в основном это зелень, какие-нибудь колбасы, мясные изделия, кому как удобно. Ну и все должно быть тоже вот как вы показали мелким кубиком. Да, 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 да. Все это и должно все должно вот жариться одновременно. Мгм. Это вот комфорка тоже включена, оказывается. Она что-то одна как-то это живет своей жизнью, включается, выключается. Ну. Да. Она Я дает потом жар по ходу. и Лопаточку потом- положила, думаю, что такое. Так, мы долепили все, дожарили, как правильно сказать, доготовили все наши Заготовили. блины. И Семен, я сейчас так думаю, Давайте хочет мы аккуратно это все выложим. аккуратную сервировку сделать каждому, да, с сметанкой. Вот, давай сметанку. Покажем нашим телезрителям, что у нас получилось. Ух ты. Еще какой-то такой авторская подача. А пока Семен готовит, Тамара Михайловна, у меня такой вопрос. Как вы выглядите здорово, как вот такой оставаться? Секрет раскройте своей Ну, молодости и вот такой бодрости. пока мы поем, душа поет, и мы живем. И жизнь веселее, когда мы поем, и всем нравится наше пение, и мы чувствуем себя прекрасно, Нужными. да, нужными. Как говорится, один из рецептов счастья – это когда ты ощущаешь себя классно. Да, Когда тебе говорят, вот, ты молодец, и вот раз. Да? Правда? да. А сейчас, друзья, ну что, смотрите, какая у нас классная. Пробуйте. Давайте пробовать. Ага, пожалуйста. Ложечка, может. Ну, я просто руками взял. Блины с припеком от Тамары Михайловны Поповой. Очень вкусно. Для завтрака, Для завтрака очень, для да. завтрака, для сытного завтрака, по мне, Очень хороший. очень хороший вариант. Мне нравится, как тесто вроде плотное, но оно подхрустывает. М. Не просто, вот, как говорится, как она мягкая, похрустывает очень хорошо, прижар очень хороший. И, в принципе, по соли, по перцу все отлично. Каков твой вердикт, Семен? Ну, я очень доволен этим блюдом, мне очень нравится. И то, что вы еще сметану сами делаете, это совсем очень Да. хорошо. Пожалуйста, вот А у кофе, нас еще и готовы напитки размешай надо. для запивки. Пожалуйста. Тамара Михайловна, спасибо вам за очень вкусное блюдо, за очень интересную беседу. Еще раз, что вы к нам пришли в гости и рассказали о ансамбле, о своей деятельности. Да? И у нас, вы помните нашу добрую традицию. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие телезрители, пожелать хотим вам много, что всего не счесть, счастья самого большого, что на свете есть, чтобы вас не покидала радость никогда, а любовь сопровождала вашу жизнь всегда. Чистого неба, теплого хлеба, светлой воды и никакой беды. Друзья, я еще раз скажу, что у нас сегодня была представитель русской общины Тамара Михайловна Попова. Тамара Михайловна, огромное вам спасибо. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и, как мы все время здесь говорим, ешьте как мы. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.